быстрый. Бог послал вам важное послание, которое повлияет на вашу жизнь на ближайшие 4 часа. Ваша семья будет разрушена злой ситуацией сатаны. Если вы проигнорируете это сообщение и не будете достаточно уверены в себе, чтобы справиться с ним, может случиться самое худшее. Лос-Анджелес очень обеспокоен тем, что на этой неделе они могут понести крупные финансовые потери. Тот, кому вы доверяете, готов взять ваши деньги. У вас есть только сила и божественная поддержка, чтобы узнать правду до того, как это произойдет. Мы можем доверять. Врагу удалось посеять зависть в вашей жизни. У этого парня есть доступ к моему мобильному телефону, и если ты не убежишь, ты будешь грустить и жаловаться на всех, и все станет еще хуже. Эта негативная энергия может испортить ваше впечатление, и вам необходимо избавиться от этого зла. Бог сказал вам, что в вашем имени скрыта великая ловушка. Вас ждет большой кошмар, и это единственный способ следовать плану. На вас лежит проклятие, и правда раскрыта, так что не попадайтесь в эту ловушку. Мы можем доверять. Сатана пытается причинить вред одному из ваших детей и вызывает семейные раздоры, ставя на своем пути женщину, чтобы мучить его. Вы получите решение в ближайшие несколько минут. Подпишитесь на информационный бюллетень Angels Today и будьте благодарны за еще один день в своей жизни. Вдохновляйтесь святостью, которую дал вам Бог, и покайтесь в своих грехах, чтобы ваш путь был совершенным и свободным от всякого зла. Не отказывайтесь от счастливой и победоносной жизни. Мы можем доверять. Ангелы обеспокоены тем, что в ваш дом попыталось проникнуть что-то плохое. Дух смерти пытается занять свое место в вашей жизни. Единственный способ убедиться в этом – поделиться этим сообщением со всеми группами и показать, что даже если вы проиграете, вы не сдадитесь. У Бога есть цель в вашей жизни. Сегодня я свидетельствую, что вы приближаетесь ко времени великого отчаяния. Спасение не придет, если вы будете следовать работе и завершать работу, которую Бог сделал для вас. Враг приходит к вам и приносит большое разочарование в вашу семью. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать серьезных травм. Бог говорит, что есть люди, которые хотят отомстить вам, и если вы не готовы, наступит время великой скорби. Этот человек готов причинить вам боль. Так что слушайте эти слова с верой, пока не стало слишком поздно. Отныне все проблемы прошлого останутся позади, и вы окажетесь на пороге победы и финансового успеха. Враг пытается найти слабость твоей матери, чтобы застать тебя врасплох. Это может произойти на этой неделе, но помните, что если вы предпримете необходимые шаги, вы избежите всякого зла. Будущее приближается, так что ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Бог призывает бунт в вашу жизнь, поэтому избегайте людей, которых интересуют только ваши страдания. Освободитесь от этого бремени и посвятите себя тому, чтобы жить полной жизнью. Ангелы предупреждают вас, что есть женщина, которая пытается нанести вред вашей безопасности, и если вы не примете серьезных мер, может случиться самое худшее. Сатана собирается разрушить большой проект, над которым вы так усердно трудились.
Примите решение избегать искушений и вреда в своей жизни. Напишите мне в комментариях 574, что Бог защитит вас от всякого зла. Это лучшее время, чтобы получить необходимое вам ободрение и преодолеть все ограничения. Кроме того, избегайте лжепророков, которые лишь пытаются создать иллюзию в вашей жизни и ввести вас во ложь. Вы будете счастливы, вечно счастливы. Ангелы опасаются, что болезнь разлучит вас с кем-то особенным в вашей жизни, и в ближайшие дни вы столкнетесь с трудностями. Единственный способ избежать боли на этом этапе – подготовиться к худшему, прежде чем заплатить слишком высокую цену. Бог сейчас говорит вам, что в вашей семье есть кто-то, кто борется против вас. Это вас сильно шокирует, потому что вы никогда не захотите, чтобы кто-то вашей крови осмелился сделать это, оскорбить ваше имя и попытаться порочить вас. Конечная цель врага – лишить вас работы и вести жизнь в нищете. Этот сезон будет очень болезненным и мучительным. Если вы думаете, что сможете это сделать, вам это понравится. Ангелы сказали тебе, что если ты не послушаешь этих слов, ты будешь предан смерти. В этом мире другие обманываются, и если не хочешь дожить до конца, обрати внимание на конец. Бог также предупреждает вас, что кто-то пытается разрушить вашу цель. Этот человек – ваш друг детства, и вам нужно бежать от него, чтобы не разрушить свой дом и не потерять свое счастье. Сейчас он говорит 2017-го: дай Бог вам долгих лет здоровья, мира и процветания, и пусть все злые слова упадут на землю, пусть Бог сохранит вас от всего зла, причиненного в вашем гневе. Пусть Он отомстит вам, и пусть Он злая мысль, но Бог спасет тебя. Ангелы показывают, что вокруг вас есть хорошие вещи, и единственный способ достичь нового уровня легкости – это быть готовым отпустить момент, который пытается отнять ваше счастье. Бог сказал, что на вас пытаются наложить много ограничений, но не слушайте таких людей. Не позволяйте своей вере измениться и не отказывайтесь от своей мечты только из-за лживой зависти, которая хочет высосать вашу душу. Ангелы говорят, что смелость стоять прямо перед лицом невзгод – это настоящее испытание силы и характера. Они побуждают нас следовать нашим ценностям, даже если это означает идти против всего. Дорога может быть одинокой и трудной, но она приносит покой, который приходит через понимание. Истина о том, как поступать правильно. Прокомментируйте 1646, чтобы отметить темную дорогу впереди. Эти числа вызывают волну обновления и надежды во всех сферах вашей жизни, проливая свет на тьму сомнений и неуверенности. Это время открыть новые возможности, ведущие к успеху и личностному росту. Бог благословит дело ваших рук, а ваша способность к инновациям будет оценена и восхвалена. Мальчик, помни, что побег – это не выход. Хотя может показаться, что избегать нездоровой окружающей среды и токсичных людей легко, иногда нас отправляют в эти места, чтобы изменить ситуацию. Ваше присутствие может стать силой перемен не только в вас самих, но и в тех, кто вас окружает. Ангелы говорят, что жизнь разнообразна, и избегать повторения одних и тех же событий значит избегать богатства жизни, которое предлагает жизнь. Они побуждают нас проявлять любопытство
и исследовать новые интересы людей и идей. Ангелы говорят и просят вас обрести понимание и мудрость. Во времена принятия решений или замешательства проводите время в молитве и размышлении над Словом Божьим. Знания, которые вы приобретете, станут вашим копьем и щитом в трудную минуту. Против натиска страха, который пытается повернуть ваше сердце, Бог призывает напомнить вам, что Он с вами даже в самой тяжелой битве со страхом. Не позволяйте страху сделать вас одиноким или бессильным, потому что Бог всегда с вами, давая вам свою силу и защищая вас от планов врага. Сынок, осознай, что каждый день – это дар и возможность жить полной жизнью, независимо от физических ограничений, которые может вызвать болезнь. Наслаждайтесь каждым моментом, находите красоту и благодарность в мелочах и укрепляйте связи, поддерживающие вашу жизнь. Введите 47-35, чтобы разорвать цепь отчаяния и беспокойства. Все бремя отчаяния, которое гнетет вашу душу и всегда сомневается в вашей искренности, исчезнет. Ложная дружба, толкающая вас на глубину неудач, исчезнет. Чудо произойдет, если вы решите пойти по моему пути. Ангелы говорят и просят вас искать мудрости и совета у обученных целителей и доверять руководству Бога. Они напоминают нам, что баланс между медицинской и духовной помощью необходим для того, чтобы чувствовать себя достойно и с силой. Бог говорит, что слишком сильное беспокойство о будущем возлагает на плечи ненужное бремя, предназначенное только для того, чтобы нести бремя настоящего. Он напоминает нам, что каждый день имеет свои заботы, и доверие к ним является ключом к тому, чтобы жить без страха перед тем, что ждет впереди. Также введите 8173, чтобы узнать, какой маршрут вас ждет. Число этих чисел является ключом к поддержке и поддержке всех аспектов вашей жизни, находящихся в тени. Вот как я превратил невзгоды в осязаемую победу. Создавайте новые горизонты по мере того, как ваши навыки оттачиваются, а ваши идеи празднуются, чтобы каждое начинание приводило к успеху и признанию. Ангелы говорят, что беспокойство о будущем принесет нам счастье в настоящем. Они побуждают нас жить настоящим и использовать все возможности и опыт, которые у нас есть сегодня, вместо того, чтобы бояться того, что принесет завтра. Жизнь – это настоящее, и потерять его из-за беспокойства о будущем – это настоящая трагедия, мальчик. Помните, что счастье в простых вещах, смех с другом, молчание любованием закатом, книга, которая трогает сердце. Такой момент подобен бриллианту в венце жизни. Цените и собирайте эти сокровища, поскольку они наполняют ваш путь и поднимают вам настроение. Ангелы говорят и призывают вас жить в мире и надежде. Они напоминают нам, что хотя наше земное путешествие окончено, Святой Дух живет вечно. Поэтому нам следует не бояться, а радостно предвкушать все, что нас ждет в этой жизни и в жизни после. Ангелы говорят и напоминают нам, что каждый день – это чистый холст, возможность создать что-то отличное от предыдущего. Это предполагает, что мы подходим к жизни проактивно и всегда ищем возможности расширить свои действия и мысли. Вспомните 17:37, чтобы рассеять туман печали и отчаяния, окутывающий ваше видение.
Каждый оттенок печали скрывает ваши радости и вопросы. Моя праведность будет отнята, и обман, ведущий вас к погибели, исчезнет. Будьте готовы, ведь если вы последуете моему совету, произойдет великое чудо. Бог повелел напомнить вам, что Его терпение не знает границ, и Он всегда готов поддержать тех, кто ищет перемен. Неудача не зазорна. Настоящая слабость – это незнание. Бог всегда рядом с вами и дает свою силу и мудрость для каждого нового начинания. Ангелы предупреждают, что выбор неизведанного пути оставит вас в покое. Но это возможность укрепить свой характер и глубже понять себя и окружающий мир. Несмотря на то, что это путешествие полностью уединенное, оно предлагает личностный и духовный рост и дарует уникальные идеи, которые мало кто испытывает. Бог повелел вам помнить, что каждое ваше решение может открыть новые двери и новые пути. Когда вы решаете следовать образцу, Бог открывает множество возможностей и опыта, которые недоступны тем, кто предпочитает не нарушать закон. Лос-Анджелес показывает важность сообщества, которое поддерживает вас и понимает ваши проблемы. Говорят, что окружение себя хорошими и поддерживающими людьми не только приносит радость душе, но и предотвращает негативную критику плохих решений. Напишите мне 1636, чтобы найти свой путь с обещанием успеха и удовлетворения. Используя эти цифры, я продолжаю и укрепляю ваш путь, превращая каждую задачу в шкалу успеха. Готовьтесь к будущему расширения и богатства, где все ваши усилия будут вознаграждены успехом, а ваш интеллект будет сиять и привлекать беспрецедентные возможности. Снова и долгих успехов, сын мой! Обдумывая выбор партнера, помните, что решения, которые вы принимаете относительно того, кого вы допускаете в свою жизнь, задают тон вашему личному и духовному путешествию. Выбирайте людей, которые несут свет без тени, поддержку без критики, любовь без конфликтов. Как жизнь. Вы станете более процветающим, и ваш разум обретет покой. Бог сказал нам предупредить вас, что тех, кто противостоит справедливости и истине, ждет великая награда. Даже в плохих условиях сухой сбор урожая обычно дает более сладкие плоды, поскольку его собирают с большей энергией и страстью. Бог видит и знает сердце, которое не оставляет добра. Ангелы говорят, что медицинский диагноз не определяет ваш статус и судьбу. Они побуждают нас смотреть дальше текущей ситуации и сохранять спокойствие, показывая нам, что страдания часто приносят важные уроки и новые взгляды на жизнь. Сынок, пойми, что новости о болезни могут пугать, но ты не один в этом путешествии. Семья, друзья и религиозное сообщество являются важными сторонниками, которые могут оказать любовь, заботу и поддержку в самые трудные времена. Напишите вместе со мной по номеру 9324, чтобы преодолеть барьеры беспокойства и печали, которые держат вас в плену. Любое бремя отчаяния, которое обрушилось на вас и заставило вас усомниться в истинности моих слов, будет снято. Фальшивые занятия, которые вас привлекают, исчезнут из вашей жизни. Если вы последуете моему совету, чудеса произойдут. Бог просит напомнить вам, что вы имеете право не поддаваться страху.
Он дал силу своих слов и знамение своего духа, чтобы мир не был оставлен и мир был сохранен. Используйте это правило, чтобы сохранять ясность ума и сосредоточенность на истине. Сынок, важно развивать мир как противоядие от страха. Мир, исходящий от Бога, превосходит всякое понимание и будет охранять ваше сердце и сердце Христа. Благодаря этому покою разум сохраняется, и страху не остается места. Также прокомментируйте номер 9193, чтобы настроить правильное освещение для вашей поездки. Эти цифры – волшебные формулы, которые превращают борьбу в успех, а препятствия – в ворота к успеху. Благодаря этой системе я обещаю вам период победы и счастья, потому что ваш бизнес будет не только процветать, но и вдохновлять и воодушевлять всех вокруг, отмечать вашу честность и развивать свое творческое видение. Бог сказал это, чтобы напомнить вам, что Он всегда помогает тем, кто сбился с пути, каким бы серьезным ни было решение. Спасение всегда возможно через истинное покаяние и искание милости Божией. Сын мой, оказаться в присутствии злых сил значит выбрать путь темный и неопределенный. Важно, чтобы мы осознавали опасность этого решения и искали мудрости и руководства, которые может дать только Бог. Ангелы говорят, что жизнь – это поток неопределенности, но и бесконечного потенциала. Чрезмерное беспокойство о будущем может заблокировать ожидание открытия новых возможностей. Они побуждают вас открыть свой разум и сердце сюрпризам, которые преподносит жизнь, каждый из которых имеет свои уроки и благословения. Сын мой, имей терпение и веру, не бойся. Знайте, что все, что вы даете Богу, это возможность для Него проявить свою силу и любовь в вашей жизни. Отпустив свой страх перед неизвестным, вы позволяете Богу вести вас в будущее, полное обещаний и целей, освобождая вас от стресса слишком сильного беспокойства. Сынок, знай, что каждый человек, которого ты хочешь видеть в своей жизни, это позитивное дополнение, ведущее к росту и радости. Когда мы решаем окружить себя людьми, которые постоянно бросают нам вызов или критикуют, мы настраиваем себя на конфликт и разочарование. Это влияет не только на то, как вы видите себя, но и на то, как вас видят другие. Также напишите 6851, чтобы снять сдерживающие вас цепи недовольства и печали. Намек на отчаяние, который трогает твою душу и заставляет усомниться в искренности моего сердца, исчезнет. Неправильное партнерство, которое приведет вас к неудаче, будет разрушено. Если вы последуете моим инструкциям, произойдет чудо. Ангелы не только предупреждают об опасности получить критику, но и блокируют негативные голоса. Постоянное воздействие негативных комментариев может снизить самооценку и привести к негативному мнению о себе. Важно защитить себя и принимать осознанные решения о том, кто имеет право влиять на вашу жизнь. Ангелы говорят, что терпение важно. Даже в самые трудные моменты, когда сдаваться кажется самым сильным, именно борьба определяет настоящего мужчину. Они побуждают вас сосредоточиться на своих долгосрочных целях и не склоняться к простым решениям, которые ставят под угрозу ваши цели. Сын мой, каждый твой шаг, даже без вдохновения, является доказательством твоей решимости и веры.
Не поддавайтесь обманам сатаны. Держитесь того, что вы считаете правильным, истинным, и верьте, что Бог выведет вас из каждой долины теней и отчаяния к свету, целостности и миру. Сынок, я понимаю, что страх перед будущим часто возникает из-за отсутствия контроля. Можно планировать и планировать, но жизнь удивляет даже самые продуманные планы. Есть красота и свобода в осознании того, что не все под твоим контролем. Ангелы предупреждают, что беспокойство – это не просто беспокойство, оно может быть физическим и эмоциональным. Они говорят: не беспокойтесь о будущем, сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сегодня, который сможет решить все проблемы завтрашнего дня. Введите 1663 сейчас, чтобы получить суть трансформации и возрождения в вашей жизни. Эта комбинация цифр – приглашение перезагрузить вашу реальность, заменив монотонность и ограничения прекрасным царством потенциала и роста. Так все ваши усилия растут и дают наилучшие результаты, а ваши идеи перерастают в разнообразные знания и инновации, которые освещают и приносят успех каждому шагу. Ты, глупый Бог, просит напомнить вам, что свет, который вы даете, когда выбираете свой путь, это свет для других, которые все еще находят в себе смелость. Пусть ваш выбор вдохновит и воодушевит вас, и вы сможете спокойно стать свидетелем красоты и мира, которые исходят из вашей собственной жизни. Ангелы понимают, что самоустранение не означает отказ от удовольствия или наслаждения, а выбор других интересов, определяемых не социальной приемлемостью, а внутренним покоем и самоудовлетворением. Это сложнее, но и полезнее. Ангелы говорят и учат нас постоянно искать мудрости и руководства, будь то посредством молитвы, чтения или консультации со специалистами. Важно укрепить наш мозг для ежедневной борьбы. Небесное руководство – мощный ресурс, который поможет принять правильные решения в трудные времена. Бог просил напомнить тебе, что ты не будешь один. Даже в темные времена, когда кажется, что зло преобладает, его присутствие является постоянным источником света и надежды. Бог посылает нам ангелов и знамения, чтобы показать нам, что с ним мы можем преодолеть любые трудности и изменить любое место. Бог обращается к вам, чтобы напомнить вам, что пришло время для роста и обновления. И если вы чувствуете, что застряли в обратном цикле, пришло время обратиться к божественному руководству, чтобы сломать этот шаблон и найти свой путь в состоянии активизма, лучшего и целеустремленного. Ответьте на номер 3452 сейчас, чтобы снять оковы отчаяния и тревоги. Любой признак отчаяния, который заставит вас усомниться в истинности моего обещания, будет удален. Негативные ссылки, наказывающие вас, исчезнут. Если ты решишь последовать моему совету, сын мой, произойдет самое главное чудо. Признать правду о нашем возвращении может быть сложно, но это также невероятно освобождает. Принятие наших проблем и размышления об изменениях показывают мужество и силу, а не слабость, сынок. Делая выбор, который выделяет вас из толпы, вы определяете собственное определение успеха и счастья. Это нелегкая дорога, но она украшена настоящей жизнью, которую могут увидеть только те, кто осмелится сиять по-другому. Идите вперед смело и с верой, потому что прекрасная сторона жизни
для тех, кто осмеливается быть правдивым. Бог просит напомнить вам, что Его сила совершается в слабости. Во времена страха и неопределенности это скала, на которую можно положиться. Бог всегда готов каждый день обновлять ваши силы и придавать смелости. Ангелы говорят, что даже среди страданий есть место для роста и обновления. Они побуждают вас рассматривать каждое испытание как возможность узнать что-то новое о себе, других, а также о глубине Божьей любви и благодати. Бог говорит, что страх – это инструмент, используемый теми, кто хочет контролировать и управлять. Это напоминает нам, что вражеское руководство страхом создает смятение и замешательство, мешая нам мыслить ясно и эффективно. Важно, чтобы мы знали эти идеи и реализовывали их с верой и мужеством, основанными на вере и поддержке божественной истины. Ангелы говорят, что страх – это древняя идея, призванная ослабить наше сердце и отвратить нас от замысла Бога для нас. Они побуждают нас противостоять страху с помощью инструментов веры, надежды и любви, элементов, которые позволяют нам видеть за пределами мыслей, которые страх пытается создать в наших сердцах. Ангелы подчеркивают важность обращения за поддержкой к религиозному сообществу, особенно когда они сталкиваются с искушениями или трудными решениями. Коллективная сила может обеспечить поддержку, необходимую для борьбы с решениями, которые могут привести нас во тьму. Сын мой, каждое решение, которое мы принимаем, привлекает к нам злые силы. Это решение, которое влияет на наше сердце и будущее. Важно, чтобы мы оставались верными свету и открывали свои сердца, чтобы мы всегда были на правильном пути, защищенные и направляемые Божьей благостью. Ангелы указывают на важность заботы о разуме и теле. Они подчеркивают, что укрепление веры и поддержание позитивного настроя необходимы для здоровья, выздоровления и надежды. Бог повелел напомнить вам, что, несмотря на бурю, в Его любви есть безопасность. Он хочет, чтобы ты обняла Его и утешила, потому что Он знает, что тебя любят и не оставит тебя, даже если ты будешь страдать. Бен, важно понимать, если ты отказываешься от того, что делают другие, ты не проигрываешь, ты выбираешь другую победу. Этот выбор является инвестицией в ваш характер и здоровье и показывает, что у вас есть ценности и мечты, которые большинство людей не могут купить или увидеть. Ангелы подчеркивают, как важно твердо стоять в своей вере, даже если для этого придется побыть какое-то время в одиночестве. Они напоминают нам, что настоящая дружба и поддержка происходят таким образом, чтобы уважать и прославлять нашу уникальность и наш выбор. Быть верным себе – лучший способ построить настоящие и значимые отношения. Бог сказал, что дом иллюзий подобен дому из замков из песка, а они не смогли справиться с первой волной реальности. Оно побуждает нас находить правильные и честные основы, потому что только они обеспечивают стабильную структуру нашей жизни. Ангелы говорят, что обманом мы лишь продлеваем борьбу, не настоящую, с реальностью, и последствия сна часто бывают очень болезненными. Они просят нас сохранять спокойствие и делать наши ожидания максимально реалистичными. Бог просит напомнить вам, что вы заслуживаете отношений, которые создают мир. Он хочет, чтобы вы окружили себя людьми, которые поддерживают и воодушевляют вас,
а не людьми, которые постоянно вас критикуют или критикуют. Бог хочет, чтобы вы обрели счастье и рост, и это включает в себя выбор людей, с которыми вы делитесь своим временем и энергией. Бог сказал вам, что Он понимает моменты вашей слабости и отсутствия мотивации и всегда готов дать вам свою силу и руководство. Не отчаивайтесь, ищите убежище и обновление в присутствии Бога, истинного источника вдохновения и цели. Сынок, знай, что периоды отсутствия мотивации – это нормально, но не позволяй этим периодам определять или препятствовать твоему пониманию своей цели. Потратьте это время, чтобы проанализировать и сосредоточиться на том, что наиболее важно, и подтвердить свою приверженность принципам, которые улучшат вашу жизнь. Сынок, пойми, что причинять боль окружающим – это все равно, что добровольно бежать против ветра. Вы всегда чувствуете, что изо всех сил пытаетесь двигаться и сохранять равновесие. Жизнь становится более значимой и менее напряженной, когда рядом с нами есть люди, которые сглаживают нашу лодку и плывут. Ангелы говорят, что каждое повторение события следует рассматривать как новую возможность сделать что-то другое и лучшее. Когда мы обнаруживаем, что повторяем старые ситуации, это приглашение остановиться и проанализировать, чему эти шаблоны пытаются научить нас о нашей жизни и выборе. Сынок, помни, что перемены – важная часть человеческого развития. Принятие застоя и повторение одной и той же рутины снова и снова ограничивает ваш потенциал и не дает вам возможности открыть для себя что-то новое и потенциал, который у вас есть. Лос-Анджелес подчеркивает необходимость сообщества и поддержки. Они напоминают нам, что разделение нашей борьбы с другими верующими может усилить нашу борьбу во времена страха, ободрить и ободрить нас, потому что единство имеет огромную силу, чтобы противостоять враждебной тактике, используемой врагом. Сын мой, в заключение я хочу сказать, что культура страха врага реальна, но если ты пребудешь в Боге, ты сможешь преодолеть этот страх. Стройте отношения с Ним, сохраняйте свою веру живой и наполняйте свою душу истиной. Поэтому страх не может отнять понимание того, что Бог дал вам знать и идти по пути, ведущему к вечной жизни. Бог сказал вам, что лучше всего довериться Ему в своем будущем. Он знает ваши страхи и надежды и находится с вами на каждом этапе пути. Когда вы отдадите Ему свои заботы, Бог сможет превратить ваши страхи в мир и дать вам ясность и цель вместо беспокойства и страха. Помни, дочь моя, каждая минута, которую ты тратишь на беспокойство, это время, потерянное ради продуктивности и продуктивности. Ваше время – драгоценная вещь, данная вам Богом. Если вы проводите его в постоянном страхе перед будущим, вы отказываете себе в возможности жить в настоящем. «Я не буду с тобой наедине». Он позаботится о том, чтобы все было хорошо, вы оправились от всех падений, победите всех врагов и преодолейте все препятствия на своем пути. Смиритесь с тем, что в вашей жизни произойдут большие перемены. Посмотрите, как застой уступает место хорошему потоку, неспособности к изобилию, растерянности в сосредоточении и боли из-за тишины. Библия говорит нам, что Божья любовь не знает границ. В этом месяце вас ждет чудесный дар от Бога.
Со временем трудные времена пройдут, и наступит самый успешный период в вашей жизни. Господь, я чувствую, что Ты Сын Божий, принесший свою жертву ради моего спасения и вечной жизни. Если вы досмотрите это видео до конца, я обещаю, что деньги будут приходить к вам легко и последовательно. Вы многому научились на своих ошибках и переменах в сердце. Вы зрелый и мудрый. Вы должны получить лучший подарок, который может вам дать кто-либо в этом мире – прощение, завернутое в любовь и заплаченное великой жертвой. Я хочу, чтобы ты сейчас был чист и спокоен. Не зацикливайтесь на прошлом и не сожалейте о том, что потеряли. У меня есть для тебя кое-что хорошее, но ты должен мне поверить. Скажи, что ты принимаешь мою любовь и прощение, и скажи, что приходишь слушать меня каждый день. Знайте, с чем вы столкнулись, о чем беспокоитесь и о чем думаете. Я всегда беспокоюсь о том, чего ты хочешь и в чем нуждаешься. Я знаю, когда ты плачешь, когда переживаешь стресс и одиночество. Вот почему я не отпущу твою руку. Я знаю, что я тебе снова нужен сегодня. Не так давно мне было очень грустно. Он позвонил мне и сказал: «Боже мой, где ты?» Сегодня я даю вам этот знак того, что я действительно слушаю вас и забочусь о ваших нуждах. Я выслушаю вас и скажу, что не могу быть более конкретным, потому что вы еще не готовы. Но это время придет. Продолжайте молиться ежедневно. Я люблю тебя, поверь мне, потому что я не вру. Я вас очень люблю. Я хочу, чтобы ты был здоровым, сильным, наслаждался каждым днем жизни, который я должен тебе подарить, укреплял свои ноги и был готов к этому забегу. Поэтому я буду терпелив и буду приходить сюда каждое утро со словами поддержки и посланием любви, чтобы посеять ваше сердце. Ваше время пришло, ваше время пришло. Вы рождены, чтобы побеждать. Мой интерес к жизни никогда не был побежден и обескуражен. Я знаю, что некоторые люди вокруг вас критиковали вас, расстраивали и говорили, что вы неудачник, и что вы никогда ничего не добьетесь. Но что бы они ни говорили, их пустые слова не имеют силы и ничего не меняют. Не придавайте им значения. Победа в моих руках. Я владелец. Сегодня все злые мысли, все негативные мысли должны прекратиться, все, что причиняет вам боль, должно исчезнуть, и мои святые слова исцелят вас, ободрят вас, сделают вас счастливыми и подарят вам новые мечты и наилучшие пожелания. Я хочу видеть тебя таким, с твоим прекрасным лицом и сердцем, полным счастья. Ваша жизнь на этом не заканчивается. Ваш путь долг, но полон прекрасных сюрпризов и хороших людей. Ответь мне, скажи, что если ты поверишь в меня, ты будешь любить меня и держать меня за руку и никогда не отпускать. Я обещаю любить и заботиться о тебе. Никто не сможет отнять чистую любовь, которую я даю тебе. У меня есть для тебя что-то хорошее, дай мне руку, шаг за шагом ты обретешь покой и счастье. Речь идет не о том, чтобы действовать быстро, а о терпении и настойчивости, а также о том, чтобы ваша вера была спокойной и сильной. Не отводи взгляд, сосредоточься на мне и смотри вперед.
Вы доберетесь туда. Это не займет вечность, но ваш разум и тело говорят вам, что дни становятся длиннее, и вы устали ждать. Но ты взрослеешь, не строй свою жизнь по своим мыслям. Ты знаешь, я хочу встречаться с твоей семьей, чтобы мы могли все устроить без страха и беспокойства. Враги побеждены, препятствия устранены. Я не обещаю вам легкой жизни, но говорю, что вам не хватит веры и сил. Радуйтесь, зная, что ваша победа гарантирована. Примите мой святой обет, который даст здоровье вашему телу, здоровье вашему разуму и силу вашему разуму. Я хочу разорвать цепи тревоги и депрессии, всего, что обескураживает тебя, возлагает тяжелое бремя на твои плечи и заставляет сомневаться в моих словах. Фальшивая дружба, которая вас подводит, сегодня исчезнет. Чудо произойдет, если ты пообещаешь следовать за мной и сохранить мою любовь. Но не уподобляйтесь тем, кто предпочитает ползти по земле и принимать ложь своего разрушителя. Они гоняются за ложными обещаниями, ищут богатства, фиктивных рабочих мест, коррумпированного руководства и смертельной славы. Они считают, что мое присутствие и власть предназначены для тех, кто открыто демонстрирует свое богатство. Какая ложь, чтобы сделать это? Они ненавидят это. Мои слова не принимают меня таким, какой я есть, и не хотят ничего знать о рабе, пришедшем в этот мир и отдавшем свою жизнь на кресте. Но ты это сделал и открыл мне свое сердце. Не забудьте поделиться этими словами со своими друзьями и близкими, чтобы они могли обрести благословение и мир. Вместе мы будем распространять надежду и веру с помощью этих вдохновляющих видеороликов. Я хочу творить чудеса в твоей жизни. Одевайтесь так, чтобы жалобы и сомнения не разрушили вашу жизнь, веру и счастье. Теперь скажите от всего сердца: «Господь, я доверяю Тебе, я доверяю Тебе и терпеливо жду своего благословения». Поверьте, все будет хорошо. Они ждут хороших новостей, и они скоро придут. Моя сила проявляется в тех, кто просто и искренне верит в меня. Чудеса случаются, когда ты отдаешь мне свое сердце, когда ты полностью доверяешь мне и не позволяешь своему сердцу или устам выражать жалобы, которые обескураживают тебя и удивляют. Скажи мои слова и воззови с верой: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, и не упаду». Я хочу, чтобы твоя грудь наполнилась добротой, которая длится вечно и напоминает тебе о моих обещаниях. Поскольку война приближается, я советую вам обратить на это внимание уже сейчас. Если вы придете утром и послушаете меня всем сердцем, я желаю вам всего наилучшего и преданного будущего, гармонии и процветания. Желаю, чтобы ваша семья была свободна от всех злых помыслов, чтобы в вашем доме не было ссор и конфликтов. Я могу сделать много великих дел в твоем чистом сердце и хочу, чтобы так и оставалось. Вы собственными глазами увидите, как падают ваши враги, ложные друзья, которые иногда смеются над вами, те, кто думает, что они умны, но терпят неудачу каждый день, те, кто думает, что они умны, и остерегаются людей, которые думают, что они богаты и обеспечены. Но в глубине и тьме духовных страданий они могут вам только позавидовать. Присоединяйтесь к этой молитве и превратите печаль в радость, а неудачу в успех.
Ваш Бог занят исправлением вашей жизни. Это спасет вас от бедности и приведет к богатству. Помните, что Божья любовь и руководство вечны, в отличие от временных вещей, таких как деньги, дома и работа. Вас ждет чудесный источник здоровья, богатства, благополучия, любви, счастья и огромной радости. Когда ты пересечешь глубокое море, я буду с тобой. Если прыгнешь в мутную воду, не упадешь. Доверяйте Богу всем своим сердцем и не доверяйте себе. Он направляет вас на протяжении всего пути. Я буду рядом с тобой, пока ты будешь плыть по коварным морям. В это время ты не поставишь себя ни в Бога, ни в свое понимание, и будешь познавать Его всеми своими путями. Это облегчит вам путь. Благодаря вашему терпению, молитве и настойчивости появятся возможности, благословения и прорывы. Далее следует заповедь от Бога, которая повлияет на будущие поколения. С Божьей помощью ты сможешь преодолеть все препятствия. Бог повелевает нам во времена скорбей полагаться на престол Божий и просить Его милости и сострадания. Чувствуете ли вы себя побежденным или сильным? Я здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. Господь, мы понимаем, что битва с силами зла может быть трудной и сложной, но мы верим в Твое обещание, что мы победим во имя Твое. Мы просим Вас продолжать вести нас по правильному пути и укреплять нас, чтобы противостоять невзгодам. Помогите нам бороться с врагом и позвольте вашей победе над всей тьмой в нашей жизни раскрыться. Боже спасение, мы признаем, что иногда пытаемся контролировать свою жизнь и обстоятельства, но мы доверяем Твоему контролю и Твоему высшему плану. Мы просим Вас быть с нами в своей доброте и дать нам смелость принять изменения, которые Вы привносите в нашу жизнь. Помогите нам поверить, что Вы работаете для нашего блага, даже когда мы не понимаем Ваших планов. А Боже обновляющий, мы знаем, что Ты можешь все обновить. Мы просим Тебя продолжать хорошо вести нас и дать нам веру в Твой добрый план. Помогите нам оставить прошлое позади и смотреть в будущее с надеждой и надеждой. Пусть рука обращения и восстановления коснется нас и подготовит нас к благословениям, которые нас ждут. Господи, мы знаем, что во времена разлуки и развода Ты восстанавливаешь с нами отношения и дружбу. Мы просим Вас идти с нами по правильному пути и уверенно просим Вашего присутствия. Помогите нам узнать Вашу роль в нашей жизни и прийти к Вам с новой любовью. Пусть Твоя благодать течет через нас и будет благословением для окружающих. Господь наш наставник, мы понимаем, что бывают моменты, когда мы просим Тебя учить и прояснять нашу жизнь. Мы просим Вас продолжать направлять нас и давать нам мудрость и понимание, которые нам нужны. Помоги нам терпеливо искать Твою волю и сосредоточить на ней нашу энергию, чтобы мы могли достичь откровения и видения, которое Ты приготовил для нас. Пусть Ваш свет рассеет всю тьму, и мы ясно увидим путь вперед, с полной верой в Ваш совершенный план. Дайте нам понять, что Ваш путь лучший, и что Вы способны на большее, чем мы думаем. Давайте полностью доверимся Тебе и освободим нас от всех уз, которые нас связывают. Дорогие друзья, подтвердим эту молитву искренним «Аминь» следующими словами. Мой дорогой сынок, моя дочь, я очень рада видеть тебя здесь.
Я горжусь вашей преданностью и верой. Я надеюсь, что такие моменты у вас случаются каждый день, потому что они переносят вас в места, о которых вы даже не догадывались. Вы почувствуете «Я всемогущий». И если вы захотите продолжить эти отношения, хочу сообщить вам, что я буду очень счастлив и доволен. Все, что вам нужно сделать, это нажать на сообщение, которое появится у вас на экране, ведь я подготовил его специально для вас. Помните, что вы не одиноки во всех трудностях и препятствиях. Я, ваш Господь, с вами на каждом этапе пути и даю вам силы и смелость преодолеть все трудности. Когда ты окажешься посреди бурь и бурь, помни, что мое присутствие – твое прибежище. Во времена сомнений и страхов приходите ко мне с открытым сердцем, и я дам вам мир и утешение. Моя любовь к тебе вечна и безусловна. Как бы ты ни споткнулся или не упал, я буду ждать тебя и направлять на правильный путь. Я хочу, чтобы вы познали полноту моей любви и глубину моей благодати во всех аспектах вашей жизни. Откройте мне свое сердце и позвольте мне превратить вашу слабость в силу, вашу печаль в радость и ваш страх в смелость. В темноте, когда ты думаешь, что все кончено, помни, что я свет, который никогда не гаснет. Мой свет светит во тьме и показывает вам надежду и спасение. Не позволяйте теням прошлого мешать вам увидеть будущее, которое вас ждет. Каждый день – это новая возможность возрастать в вере и приближаться ко мне. Я хочу, чтобы ты прожил полноценную и осмысленную жизнь. Я создал вас по уникальному и особенному плану, и каждый ваш шаг приближает вас к вашей цели. Идя со мной, вы увидите чудеса и благословения, которые я приготовил для вас. Надеюсь, каждый опыт, хороший или плохой, сформирует вас и подготовит к чему-то большему и лучшему. Я хочу, чтобы ты был маяком моей любви и сострадания к другим, пока ты идешь. Пусть моя любовь течет через вас и коснется жизни тех, кто вас окружает. Будь моим инструментом мира и добра, неся надежду разбитым сердцам и свет заблудшим душам. Вы не только достигнете своих целей, но и вырастете в своих отношениях со мной. Когда вы столкнетесь с трудным решением, обратитесь ко мне за советом и руководством. Не полагайтесь на собственное понимание, а доверьтесь мне, и я направлю вас в правильном направлении. Мои планы относительно вас направлены на процветание, а не на разрушение, чтобы дать вам будущее и надежду. Даже если вы не видите общей картины, поверьте, что я работаю на вас и что мой подход тщательный. Молясь и размышляя над моими словами, вы обретете силу и мудрость, чтобы встречать каждый день с уверенностью и надеждой. Молитва – это не только способ соединиться со мной, но и способ поиска мира и руководства. Сделайте молитву важной частью своей повседневной жизни и увидите, как моя сила проявляется в вашей ситуации. Помни, что ты мое любимое дитя, и я создал тебя для чудесной цели. Не позволяй голосу сомнения и отчаяния отнять тебя от моей любви. Сдержи мое обещание и позволь мне быть скалой, на которой ты построишь свою жизнь. Вместе мы преодолеем все препятствия и добьемся великой победы. С каждым рассветом возобновляйте свою преданность мне и благословениям, которые я дарую вам. Живите каждый день,
зная, что моя любовь и милость будут с вами навсегда. А когда наступит ночь, покойся с миром, зная, что я забочусь о тебе, направляю тебя и всегда защищаю. Мои дорогие друзья, я приглашаю вас присоединиться ко мне в этом путешествии веры, которое, надеюсь, лучше еще впереди. Пусть я буду твоим проводником, твоей силой и твоим прибежищем. Вместе мы будем творить чудеса, и ты увидишь, как твоя жизнь станет свидетельством моей любви и силы. Я благословляю и защищаю тебя от всего сердца сейчас и навсегда. Мы можем доверять. Я здесь, чтобы изменить ваши убеждения. Когда вы слушаете и читаете, чувствуете ли вы жжение в сердце? Дитя мое, твоя душа желает больше расти и радоваться. Это просто часть меня. Я беспокоюсь о своих детях, и мне больно видеть, как они расстроены и подавлены мыслями о неудаче и разочаровании. Они несут физические нагрузки из-за бремени в сердце. Я не хочу видеть, как ты так страдаешь. Итак, каждую ночь, когда ты закрываешь глаза и ложишься спать, я буду посещать твои сны и говорить слова утешения. Больше никаких бессонных ночей, вы будете спать как младенец. И когда наступит утро, и ты откроешь глаза, я буду рядом, утешая тебя, готовя твой разум к следующему дню и помогая тебе проснуться с целью счастья. Великие благословения приходят к вам. Вы увидите, как ваша семья собирается вместе и встречает новых единомышленников. Ваше путешествие начинается. Избавьтесь от прошлого и его забот. Я освобождаю тебя от всех пут и страхов и даю тебе свободу. Когда вы получите это благословение, пообещайте полюбить его. Я даю тебе силы, ты всегда смелый, и я восхищаюсь твоей добротой, твоей верой и твоими усилиями по улучшению ситуации. Если вы добились успеха и чувствуете мое благословение сделать вашу жизнь счастливой, не забывайте общаться со мной ежедневно. Хоть ты и сильный и храбрый, ты все равно мой драгоценный ребенок. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, знал мою любовь. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Я видел вашу борьбу и борьбу с жизненными несправедливостями и проблемами. Я знаю твои мысли, твои слезы, твои просьбы о помощи, облегчении и поддержке. Не оставайся один ночью, не бойся и не оставайся один, ведь я с тобой и окутаю тебя своим присутствием и своей правдой. Даже если ты не видишь меня, будь уверен, что я здесь. Вы можете чувствовать мое присутствие каждую ночь, когда идете в свою комнату и встаете на колени на кровати, чтобы помолиться. Если ваша прошлая жизнь полна неудач, если вы много раз сдавались и теряли добро, прислушайтесь к этим словам и повторите их. Я хочу услышать от тебя: мое прошлое позади. Отныне благослови мою жизнь, мою семью и мое будущее. Не стесняйтесь высказывать свое мнение перед кем-либо. Мои обещания содержат вечную жизнь, царские чудеса и чудесные ответы. Когда вы столкнетесь с проблемой, которая кажется невозможной, найдется Святое Слово, которое даст вам мудрость для ее преодоления. Откройте Библию и прочитайте еще раз с желанием учиться и расти. Во время чтения вы почувствуете мое присутствие рядом с вами.
Я поверю вам на слово, что вы лучше узнаете друг друга и узнаете больше обо мне, чтобы вы никогда не сомневались в искренности моей любви и не думали, что я буду уничтожать вас каждый раз, когда вы совершите ошибку. Я благословлю тебя. Я написал твою историю и знаю ее с тех пор, как ты родился. Я люблю тебя, никто не может причинить тебе боль. Я освобожу вас от этих проблем и дам необходимые решения. Сегодня ты увидишь необыкновенное доказательство моей любви к тебе. Я хочу, чтобы вы начали сегодня мирно. Я сделаю твое сердце красивым и сладким, потому что теперь ты думаешь, как сильно я тебя люблю. Оставляйте свои опасения здесь. Я позабочусь об этом. Если сегодня в любой момент вы почувствуете себя потерянным, разочарованным, уставшим и не знаете, что делать и куда идти, дайте мне шанс. Не тратьте свое время, это для вашего же блага. Молчи, чувствуй мое присутствие, помни мои слова, произноси мои обещания, вдыхай мою любовь, которая тебя окружает. Я чувствую, как моя рука касается твоей головы. Я буду рядом, чтобы обнять тебя и дать тебе почувствовать, что ты особенный для меня и всегда таким будешь. Ангелы подчеркивают важность построения партнерских отношений и поддержки сообществ, когда мы объединяемся с теми, кто стремится продвигать добро. По мере того, как мы становимся старше, эти сообщества становятся более устойчивыми и изобретательными, чтобы постоянно справляться с негативными влияниями, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Дорогой сын, я хочу напомнить тебе, что твой путь уникален и что каждый твой шаг перед лицом невзгод – это акт мужества и веры. Бог с вами в каждом решении, действии и молчании, которое вы выбираете, ведя вас к плодотворному урожаю и победе над страданиями мира. Ангелы подчеркивают важность полагаться на сообщество веры во времена отчаяния. Они помнят, что другие сталкивались с подобными проблемами и могут предложить поддержку, понимание и руководство, чтобы помочь вам найти свой путь и достичь своей цели. Бог сказал вам, что каждое испытание – это возможность улучшить свой характер. Когда вы чувствуете, что зашли в тупик, воспринимайте это как приглашение понять свои убеждения и найти новые способы достижения своих целей без ущерба для результатов. Ангелы учат нас, что есть особая красота в несоответствии условностям и поведению. Они побуждают нас стремиться быть уникальными в своих действиях, что не только отличает нас от других, но и направляет на путь к более великим целям. Так мы показываем правду нашей души, которая сияет, когда не скрыта, как обычно, в тени. Дорогой сын, помни, что разнообразие часто означает любопытство и критику. Но еще есть время показать, насколько ты особенный. Решение избегать определенных причуд или популярных привычек показывает приверженность вашим ценностям и приверженность своему образу жизни, что действительно приносит удовлетворение. Ангелы предупреждают нас, что иллюзии могут привести к искушению, потому что они часто представляют привлекательные образы вместо суровой истины. Но они напоминают нам, что мы обязаны отличать истину от лжи и что принятие истины такой, какая она есть, приносит мир. Бог напоминает вам, что любое время, когда вы живете в обмане, это время безличностного роста и духовного понимания.
Он хочет, чтобы мы жили в свете абсолютной истины, в месте истинной свободы и радости, как бы трудно это ни было. Помни, сын мой, что разум – это дар Божий и средство выявления истины и лжи. Когда страх проникает в ваше сердце, не позволяйте этому дару украсть у вас и не будьте уязвимы для лжи врага. Важно твердо стоять в Слове Божьем, которое дает свет, необходимый для разрушения теней страха. Ангелы предупреждают нас, чтобы мы всегда были бдительными, потому что враг использует времена неуверенности и слабости, чтобы сеять страх. Обратите внимание на признаки страха, желающего войти в ваше сердце, и скорее ищите прибежище у Бога в месте, где нет зла. Дорогое дитя, подумайте, как заблуждения могут повлиять на ваше восприятие себя и других. Когда вы освобождаетесь от этого, вы позволяете проявиться своим истинным силам и талантам и позволяете другим увидеть, кто они на самом деле, что укрепляет ваши отношения друг с другом. Ты поймешь, что есть повод плакать, но не обязательно потому, что ты со мной. Я позабочусь о тебе и твоей семье, и вскоре ты почувствуешь прикосновение моей любви. Я хочу вести вас по пути мира. Я хочу снять с твоих плеч тяжелое бремя страха, того ужасного чувства, которое иногда тебя преследует. У вас больше не будет страха, боли и стресса, который преследует вас по ночам и крадет волю к жизни. Нет больше боли в душе. Я буду творить чудеса в твоей жизни, мое сердце будет верным в тебе. Мои слова пусты, и я посылаю тебя сегодня меняться. Откройте глаза этому новому дню и насладитесь чудесами, которые вскоре увидите. Держи меня за руку, пока идешь по одинокой долине. Призовите врагов ваших, чтобы вы не ходили одни, потому что Отец ваш Небесный ходит с вами. Приходи, я жду тебя. Если вы чувствуете, что сегодня пришло время начать все сначала, не медлите. Ты начал со мной, ты пойдешь со мной и будешь счастлив, и очень счастлив, и будешь вечно наслаждаться моей любовью. Скажи мне, напиши, кричи, что ты тоже меня любишь. Не беспокойтесь о будущем и не беспокойтесь о прошлом. Доверьтесь мне и моим планам на вашу жизнь. Ты сильнее, чем ты думаешь. Вас ждет множество побед и великие благословения, если вы подчинитесь моей воле. Ангелы подчеркивают важность построения жизни, основанной на ценностях и реальности, а не на размышлениях о действиях. Они побуждают нас инвестировать время и энергию для достижения наших целей и обеспечения долгосрочного удовлетворения. Бог говорит, что решения, которые мы принимаем относительно кампании, которую мы ведем, важны в нашей жизни. Выбор быть с деструктивными людьми сопряжен с собственным бременем, влияющим на наше эмоциональное состояние и на то, как нас воспринимают другие. Критика и осуждение возрастут, когда мы решим сотрудничать с разрушителями, а не с созидателями. Ангелы напоминают нам, что нас часто судит общество, в котором мы живем. Постоянное присутствие людей, вызывающих негатив и конфликты, не может не принести с собой важности и вопросов по поводу наших решений и нашего поведения. Это может повредить и ослабить наш свет. Ангелы говорят о важности обретения баланса и сосредоточенности. Они соглашаются не беспокоиться о будущем, а искать руководство и мудрости,
которые могут привести к безопасному и процветающему будущему. Под руководством Бога вы можете смотреть в будущее с надеждой, а не со страхом.